говорили об изменениях в законодательство в части избрания депутатов парламента. У меня такой вопрос. Как вы считаете, у президента Абхазии, у депутатов парламента Абхазии должно ли быть российское гражданство или только одно абхазское? Давайте так. Конечно, надо начинать с чего-то. Депутатский корпус – это 35 человек, сразу этот вопрос решить тяжело. Мы, конечно, не меньше имеем, на нас висит груз ответственности, чем у президента, не меньше. Но внешнюю политику все-таки формирует глава исполнительной власти, это президент. Я считаю, что на следующие выборы обязательно нам надо принять соответствующие законы, как во всех цивилизованных странах, когда президент имеет только гражданство той страны, где он избирается. Давайте смоделируем. Абхазский президент или, вернее, кандидат в президенты, имеющий абхазское гражданство и российское. Российское, получая гражданство, он дает клятву служить верно, доблестно, честно всем, значит, как говорится, всему тому, что ему дает и возможность Конституция Российской Федерации. То есть защищать интересы России. Правильно? В случае абхазского то же самое, идентично. Теперь объясните, один и тот же человек, как может совместить интересы двух стран, когда всегда есть конфликт интересов? Это невозможно. И ему российская, значит, Конституция обязывает защищать его интересы, абхазская Конституция обязывает его защищать его интересы Абхазии. Но не бывает, что интересы двух стран все время будут идентичными. Где-то все равно будет противоречие. Это надо исключать. Это надо убрать, потому что гражданин Абхазии, идущий на выборы президента, должен преследовать только интересы того государства, где он собирается быть президентом. Я так считаю.